Да, здравствуйте. Я, к сожалению, не могу включить видео, назвать свое имя, фамилию, отчество и где я зову, потому что я сейчас нахожусь, извиняюсь за выражение, в Рашке, потому что меня здесь, если увидят, найдут, сразу репрессируют, посадят, что только со мной не сделают. Поэтому я просто краткую информацию про себя скажу. Сам я западный бурят из племени Булагатов, родился и вырос в городе Улан-Удэ. Значит, на мой взгляд, независимость бурятского народа, Бурятии, она нам, бурятам, необходима, потому что это наш единственный шанс сохранить наш народ от окончательного уничтожения русскими колонизаторами. Значит, вот такие вот дела. Вот. Как мы добьемся независимости? Ну, я даже не знаю. На мой взгляд, ну вот была Британская империя, она просто сама развалилась, распалась, деколонизация прошла, британцы ушли с завоеванных земель, а русские это не британцы, они вряд ли уйдут сами, они вряд ли нам самим просто так дадут, если даже мы будем какие-то референдумы проводить и так далее. Я на 99,9% уверен, что только вооруженным путем возможно будет добиться суверенитета и независимости. По поводу русского населения, вот наши исконно-бурятские земли – это не только территории нынешней, в кавычках, так называемой республики, в кавычках, Бурятии, но а большая часть Иркутской области, большая часть Забайкальского края и часть Красноярского края на востоке. Если мы возьмем на наших исконных землях все русское население, то там русских примерно 5 миллионов. Нас, бурят, всего лишь там 300 тысяч, да, как бы понимаете. Вот. И если, ну, во-первых, как эта ситуация сложилась? Ну, понятное дело, то есть переселение русских в огромных количествах Кремлем на земли покоренных народов всегда осуществлялось для того, чтобы погасить национальное самосознание, погасить стремление к свободе, ассимилировать и русифицировать. Ну и плюс ко всему, конечно же, они хорошо устраивались на нашей земле за счет ресурсов нашей земли и за счет нашего народа. Это понятно. Вот, я хотел сказать, даже если такое вдруг произойдет, что буряты вместе со всеми своими землями выйдут из состава России, да, но вместе с русскими, да, это ни к чему хорошему не приведет. Русские, они будут нам вставлять палки в колеса, их гораздо больше, чем нас, 5 миллионов 300 тысяч раздавят, они не будут нас слушать. Вот. Я извиняюсь, конечно, за выражение, да, вот я постараюсь не материться, но это не получится, да. Вот, ну, пропагандисты в российских СМИ постоянно говорят, что украинцы все нацисты, фашисты, ну и всякую вот эту наглую ложь. А кто действительно самые настоящие нацисты и фашисты? Настоящие нацисты и фашисты – это большинство русских, особенно из западных регионов России. Ведь это норма, когда бурят приезжает в город Западной России, где подавляющее большинство населения составляет русские, это норма, что там на бурята большинство русских смотрят как на говно и оскорбляет его по расовому национальному признаку, типа там чурка, китаёзы, киргизы понаехали, вали все в Китай и так далее и тому подобное. Да, то есть там сколько бурят убили и так далее. Вот. И я, да, хотел бы сказать, на наших бурятских землях среди русских полно, на самом деле, скрытых шовинистов, нацистов. Даже если мы возьмем Бурятию, да, там много русских нацистов. Они не скажут тебе в лицо в открытую, что это там чурка, бурятос и так далее. Но вот этот скрытый нацизм, он присутствует. Да, они там к тебе, некоторые будут хуже относиться, материть тебя, по надуманным поводам замечания делать и так далее и тому подобное. Вот. И если они захотят, они нас просто раздавят и растопчут, если мы с ними выйдем из состава. Вот. И я еще что хотел сказать, вот, большинство русских это шовинисты и имперцы, еще почему? Ну вот смотрите, война в Украине идет уже больше года, да? А почему? Потому что большинство русских эту войну поддерживает. Если бы русские были против этой войны, большинство русских, они бы терпеть не стали, они бы в первый же месяц войну закончили, проводили всякие бунты, митинги и так далее, вот, на мой взгляд. И поэтому я хотел сказать, ну, я не знаю, как мы добьемся независимости. Нас всего 300 тысяч, их 5 миллионов, но я даже не знаю, это какая-то вообще очень печальная ситуация. Ну, вот. Может, у вас Спасибо. какие-нибудь есть? Да, вот. Спасибо. Еще раз приветствую уважаемых оппонентов. Хочу напомнить, что большинство, или, ну, по крайней мере, немалая часть русских уедет. Уедет, что вы так переживаете за то, что бурятский этнический состав, ну, как бы не в пользу бурят. Это он сейчас не в пользу. Большинство русских уедет, ну, я не буду говорить большинство, меньшинство, но большая часть уедет, а останутся самые гуманно мыслящие, самые уважающие бурятский язык, бурятскую историю и бурятскую культуру. Останутся те, которые мыслят себя именно
категориях восстановления бурятской идентичности. Именно эти русские останутся. Те, которые ненавидят бурят и все бурятское, и все то, что они называют, связанное с чурками и другими оскорблениями, они все уедут, их не будет. Вы чего так переживаете? То есть здесь надо понимать, что этнический состав коренным образом поменяется после изменения правового статуса Бурятии. И останутся как раз лучшие русские, от которых будет только одна польза, которые будут помогать строить независимость. Все те утраченные исторические ценности. Если кто постарается перетолковать криво мои слова в сторону того, что я против исторической памяти, памяти о колонизации, нет, я не против исторической памяти, я за возрождение бурятского языка, я за всемирное развитие, в принципе, истории как таковой и в приложении к Бурятии в частности. Но русских и всех представителей других этносов мы должны оценивать с точки зрения того, как они уважают бурятский язык и бурятскую историю, а не с точки зрения того, от кого они родились и какова их внешность. И по поводу вот этого оскорбления чурки я хочу отметить, чурки – это же обоюдоострое оскорбление, это клеймо, которое подходит к любому лицу. И мне очень печально, когда некоторые буряты называют чурками представителей других национальных меньшинств, не бурятских, а каких-нибудь кавказских. Тем самым они сами вбивают клин в то единство, которое могло бы состояться между представителями азиатских народов и в широком смысле кавказских, ближневосточных народов, республик. То есть я хочу сказать, постарайтесь мыслить универсальными категориями и постарайтесь смотреть не на то, в чем человек невиновен, а именно в какой семье он родился и от какой национальности, а на то, что в его силах изменить, каковы его взгляды, каковы его убеждения, каковы его поступки. Вот что важно. А меня обвиняют даже за то, что я защищаю русских в судах. Это уже совсем никуда не годится. И даже за то, что я защищаю Филонову, она, понимаешь ли, русская. Поэтому постарайтесь как-то от этих биологических атовизмов отойти. Всем спасибо. Так, приветствую всех присутствующих. Я как понял, вопрос в том, что нужно забрать право применения силы, ну, то есть монополия на применение насилия. В любом случае в этом вопрос это не стоит. Вопрос к спикерам, каким образом это будет происходить. У меня все. Спасибо. Ардан, пожалуйста. Так, на самом деле, как сказать-то, такой особой угрозы бурятского национализма нет, на самом деле. В целом буряты – это весьма толерантный народ. Ну, то есть, как ни крути, то есть, ну, это палка обоюдоострая, скажем так, да, то есть у этого есть свои плюсы, есть также свои минусы, и именно исходя из этого свойства, скажем так, среднестатистического бурятского человека, очень маловероятно рассчитывать именно на вооруженный сценарий захвата власти, свержения власти и так далее. К сожалению, это так. Мы не ингуши, мы не чеченцы. К сожалению, ну так устроено. Так устроено. Такой культурный код у нашего человека. Да? И, Надежда, вы можете там заметить, сколько людей противится, там, я не знаю, фыркают и так далее, когда кто-то начинает поднимать ну, вот, националистическую карту. Ну, то есть вы сами видите, что буряты, это, ну, по сути, это им не свойственно, не свойственно такой вот национализм, ну, по большей части так оно есть. Плохо это или хорошо, но так оно есть на самом деле. Большое спасибо, да? И на самом деле
это обсуждение какой-то проблемы, которой не существует на самом деле. Ну, то есть мы сейчас тут сидим и более часа обсуждаем русский вопрос. Ну, это такая проблема, которая не существует на самом деле. Вас больше, вы физически сильнее нас на данный момент. Что вы за себя переживаете? Ну, серьезно, это не является проблемой на самом деле. Ну, то есть это грубо говоря, как там амбал, там, десятиклассник переживать, что его там и забьет там кто-то гораздо слабее, там, не знаю, пятиклассник какой-то, да, допустим. У нас просто физически нету силы и возможности с вами что-то сделать на самом деле. Спасибо большое, Ардан. Ваше время вышло. Руку подняли Зултан и Лиля. Пожалуйста, Зултан, у вас 2 минуты. Ну, если бы я был модератором, я бы вот этот бурятский куколдизм, который вот сейчас Ардан озвучил, я бы, естественно, прекратил, потому что я там в чате задался вопросом, говорю, почему мы разговариваем о независимости Бурятии, при этом не обсуждаем наболевшие бурятские вопросы. Вот один из вопросов по численности. Талибан. Я отвечаю, как это можно сделать. Второй способ. Евгеника. Третий способ. Налог на янычар. То есть это все в истории уже было неоднократно, когда небольшие группы создавались, превращались в большие нации. Пусть даже этнически неоднородные. Касаемо вооруженного восстания, ну, я говорил о том, что националистической идеологии нету, она искусственная всегда. То есть всегда есть идеологи, которые создают романтические произведения, на которых потом базируются различного рода разные национализмы. Да? И посмотрите историю Украины, и русскую историю, и немецкую, и ту же американскую, например, историю. Везде были свои националисты. Это все философия. Касаемо того, что Надежда Низовкина говорит, что ну, нехорошие русские выйдут, а хорошие останутся и помогут вам там, бурятам, что-то строить. Где-то я уже это слышал. В советское время, когда бурят на заводы не брали, на работу не брали, потому что говорит, ну ты же плохо по-русски говоришь, вот здесь русский Ванька, вот я все построю. Этот нам подход тоже не нужен, мы сами можем все сделать и сами все построить. Сами, но свое. Хреновенькое, но наше. Значит, еще один вопрос касаемо того, как будем брать власть вооруженным способом. И вот здесь вот нужна сначала идеология, чтобы войска-то заходили. На каком основании? И вот для этого нужно провести съезд бурятский за рубежом, всех бурят собрать, в том числе и женщин, можно, разрешаю. И провести съезд, принять конституцию, принять декларацию независимости, принять закон о формировании вооруженных сил за рубежом. А я вот предлагаю не дожидаться этого, а начать создавать ЧВК, частную военную компанию бурятскую, в которую можно включить всех представителей народов, свободных народов России. И мы будем действовать единым фронтом и работать на разных участках. И как вот последний мятеж вот этот Пригожина, хотя я это считаю абсолютнейшим шоу, но тем не менее он показал о том, что внутри власти, власть русская, она мягенькая. То есть она базируется исключительно на страхе и на небольшом количестве ярых адептов этого русского мира и, ну, и запуганных дураков. Вот, например, Валера, тот же Цибектаров, там, все эти мобовцы там, и так далее. Они же запуганные просто. А придет время, вот они будут на нас работать, на тех, кого раньше гоняли и в кутузку садили. Так что ничего страшного, было бы желание, создавайте фонды обязательно, потому что фонды могут служить прикрытием, хорошим, в том числе финансовым, для всей нашей деятельности бурятской. По всему миру создавайте, получайте гранты там на всякое культурное развитие и все прочее, я вам всем советую. И через них потом, как вертолетными денежками, одна из иностранных спецслужб спустит нам на нашу независимость и суверенитет. Так что Большое спасибо, Зултан. работайте, братья. Спасибо, Зултан.
Лилия, пожалуйста, у вас 2 минуты. Мое, значит, такое мнение, то, что в каждом русском живет гены, скажем так, чингизидов, монгольские гены, и в них надо пробуждать вот эти именно гены, а гены это очень много, ДНК означает. Копните любого русского, в нем обязательно какая-нибудь донация и сидит. И поэтому, я в таком плане, да, чтобы, если у тебя есть гены, значит, бурятские гены, то есть у тебя есть какие-то льготы в республике, там, как бы в Бурятии, это должна быть какая-то мотивация, чтобы привлечь тех самых русских, которые себя объявляют русских, и тех самых бурят, которые за себя взяли и, причислили вот именно, вот мы братья и сестры там того всего, и мы вот под империей, от этой империи мы никуда не можем деться, да, вот именно мы вот за империю российскую. И чтобы вот это у них этого не возникало, у них, значит, должна быть какая-то своя шоколадка такая, да, вот как скажем так. И в плане того, что в нашей будущей, скажем, независимом государстве бурятский язык это должен быть приоритетом во всем. То есть он должен стать государственным языком, бурятский язык. На уровне так же, как русского языка. И далее, чтобы быть бурятом, это надо, значит, вызывать, чтобы это была гордость. И как, чтобы это люди захотели, которые вот есть корни бурятские, без разницы, он там русский, татарин или еще там какой-то другой национальности, украинец там. У нас получается все смешанное. Вот эти 70%, которые говорите, 5 миллионов там их, да, у этих 5 миллионов, 4 миллиона, то они обязательно, у них есть какие-то корни и гены с монголами связанные. Я только вот так вот думаю, что именно притягивать их тем, что они станут независимыми, а если у тебя есть эти корни, значит, у тебя там будут много приоритетов, много будет больше плюсов в том плане, что, не знаю, там, льготы какие-то, например, то же самое как бы на рыбалку. И еще давайте не будем забывать, что у нас не только буряты проживают, у нас и живут и тунгусы, у нас и живут айраты, у нас и живут эвенков очень много, да, поэтому про них тоже не надо забывать, и в следующий раз тоже приглашать хотя бы хоть одного русского к нам сюда в Zoom, который именно настроен именно так. Я знаю одного человека, он не русский, он еврей, он пишет себя как Мацханов Алексей. Вот я бы хотела его услышать в обсуждении его мнения, но он славянской внешности, да, он наполовину еврей, наполовину русский, но он за независимость Республики Бурятии. Я пока все. Лилия. Ваше время вышло. Спасибо. Я, конечно, хотел такой сценарий сказать, но это из области научной фантастики, да. В общем, значит, при условии, если как минимум подавляющее большинство бурят в ближайшие несколько лет массово мигрируют в передовые страны мира, в первую очередь США, мы этим самым не только спасем свой народ от окончательного уничтожения русскими колонизаторами и захватчиками, но а также освободим все наши исконно бурятские земли максимально быстро и эффективно с минимальными потерями. И создадим и удержим максимально быстро и эффективно с минимальными потерями наше будущее суверенное независимое бурятское государство. Значит, в чем смысл? Если буряты массово мигрируют в США, буряты, во-первых, смогут увеличить свою численность. Почему? Смотрите, когда проводилась первая перепись Русской империи в конце 19 века, бурят было 300 тысяч. Сейчас бурят якобы нарисовали в начале 21 века 450 тысяч, но на самом деле это все наглая ложь для того, чтобы показать, вот смотрите, у бурят все нормально, они размножаются, увеличивают свою численность. На самом деле у нас как было 300 тысяч, у нас так 300 тысяч и осталось. В итоге в США мы сможем увеличить свою численность, потому что там не будет вот этой искусственно созданной нищеты русскими колонизаторами, которую они нам создавали и до сих пор создают, для того, чтобы мы не увеличивали свою численность, это раз. Во-вторых, в США мы сможем подготовить профессиональных лидеров, политиков и так далее. В-третьих, в США мы сможем улучшиться качественно. В-четвертых, мы в США сможем создать свою национально-освободительную армию, сильную, с высоким уровнем физической, боевой и тактической подготовок, с высоким уровнем вооружения, экипировки, защитного снаряжения, технического оснащения. И действительно там под всякими, в ЧВК всяких разных, под чужим флагом
участвовать в различных войнах в различных точках мира по выгодным для нас условиях и заодно еще получить и боевой опыт. И в итоге через 30-50 лет увеличить нашу численность, допустим, до 5 миллионов, и затем в командной работе с как минимум подавляющим большинством других народов, находящихся также под колониальным гнетом русских, добиться суверенитета и независимости, освободить наши земли и удержать их. Почему? Ну, потому что даже если мы, буряты, сами начнем биться за свою свободу и независимость, ну, вы представьте, ну, вот, допустим, будет 100 тысяч солдат бурятской национальной освободительной армии, начнут освобождать свои земли. Ну и что? Просто половина многомиллионной русской армии нас просто раздает. А другое дело, если, вот смотрите, Северный Кавказ начнет биться за свободу и независимость, потом резко финно-угорские народы, многомиллионные, потом начнут биться другие коренные народы Сибири. То есть не будет такого, что половина многомиллионной русской армии пойдет раздавить нас, бурят, да, 100 тысяч бурят национальной освободительной армии. То есть русская армия будет раздроблена, и только малая часть русской армии, она будет нас подавлять дальше. Вот. И я еще хотел бы сказать, что суверенитет и независимость бурятского народа вместе со всеми нашими исконно бурятскими землями, она выгодна не только нам, бурятам, но также большинству стран мира, в первую очередь тех стран, которые граничат с Россией. Ну почему? Ну потому что без бурятских земель и без ресурсов нашей бурятской земли Россия станет гораздо слабее и гораздо менее агрессивной по отношению к своим соседям. Вот такие вот дела. Вот. И поэтому мы должны вести командную работу с другими народами, находящимися под колониальным гнетом русских. Все, спасибо. Спасибо большое, Бурят. Да, спасибо. Ну, я, во-первых, хотела сказать, что по поводу куколдизма, да, меня вообще умиляет вот это мечтательное настроение господина новоявленного бурятского Пригожина Халтарова, я так понимаю. Спасибо за разрешение, да. Мне кажется, что проблема действительно по поводу национализма раздувается. Я думаю, что мы говорим все, в общем, я знаю, так отдельно читала многих спикеров, все говорим о создании политической нации. И раздувать проблему национализма, при том, что перед глазами есть опыт стран, которые построили такие политические нации, нет смысла. Это все. Спасибо. Огромное спасибо всем, кто присоединился сегодня. Обсудили очень множество тем. Мне кажется, эти темы могут послужить отдельными темами для дискуссий. Так, например, бурятская идентичность, граждан Бурятии, политическая нация, права женщин, участие женщин и все другое.